чё, целый день лежат, отдыхать? Только все полы подмести, ложки вилки теперь мой, за капустой в погреб ходить, прибери амбар сарай, с родника воды принести, а потом лежат, отдыхать. Только все коров подоить, только все белье постирать, уток за гусей покормить, а потом лежат, отдыхать. Баню поскорее сцепи, протяни, сушиться повесь, чаю самовар кипятить, пироги длинные спеки, скатерть на стол расстелить, а потом лежать, отдыхать. В самом-то деле, отдохну-ка я маленько. Опять эта бестолковая сейчас своей беготней разбудила. Сколько я ей раз говорил, что когда я сплю, она на цыпочках ходила. Хадича! Хадича, ты чем это занимаешься? Да, только на минутку присела. Она присела в то время, когда я даже во сне глади думаю, позор, чтоб не лопнул. Но я это сделала. Все, у такой молодой девушки, как ты, дела вообще не должны заканчиваться. Все говоришь? Что это? Это бусинка. Это не бусинка, это янтарная бусинка. Ты вчера перебирала бусы и обронила ее, чтоб не лопнуть. Переберешь все снова, а пока сходи к соседке. На прошлой неделе она занимала у меня десяток яиц. А сейчас сколько она должна отдать яиц? 10, дядюшка. Неправильно, Хадича. Взяла десяток, значит, должна отдать 15. Учишь вас, учишь бестолковщину. Ладно, иди. Мне надо подремать. Ой, то есть подумать. Твое дело, ты кто такой? Я вольный человек, хожу по свету, не чудеса я люблю, ем, что добрые люди подадут. Бродяга, значит? А это как для того? Кому такой щекой, а кому гость дорогой? Мне такой гость в горле, убирайся. Стар я уже без передышки ходить, добрый человек, а побудов я не стану, мне ведь много не надо. Хлеба краюшка, водица кружка, да сеновал на ночь, а утром я уйду. Правильно про таких говорят, жизнь прожил, а ума не нажил. Ты подумай своей пустой головой, тебе кружка, другому ведро, вот тебе тут и целый колодец, воды не напасешься. Убирайся, я тебе сказал. Всего на одну ночь, добрый человек. Убирайся, а то собак на тебя спущу. Ладно, как скажешь. Ишь, хлеба моего захотел, хоть вдоль перекатная. Дедушка, пойдем, я тебя накормлю. Ты, наверное, голодный? Да не сказать, что я стрейфу дочка. 3 дня во рту маковой росинки не было, а ты, кажется, девушка добрая. Пойдем скорее, а ты курумбал увидишь, а вечером я тебе вторая постелю. Иду, дочка, иду. Кстати, осталось кругом. Пойдем.
язык держу ухо востро. Вся деревня только и думает из Карумбая чего-нибудь украсть. Говорил мне отец, все, что плохо лежит, все в руках прибирай, и потом не зевай, стереги Карумбай, будь богат, Карумбай, и не мальчик все. Золотые слова помнит он наизусть. Не зевай, Карумбай, все в руках прибирай, и потом не зевай, стереги Карумбай. Да, Карумбай, и не мальчик все. Скорлупа яичная, моя скорлупа, тряпочка, моя тряпочка. Все мои работники бездельники, они меня в конец разряд. Ой, бездельника, да, золотом и жемчугом обшиты, то что такие носят. Добрый человек. Ай, кто тут? Это я, добрый человек. Кто я? Да гость твой. Какой такой гость? Хотя, постой, постой, бродяга, ах, это ты? Кто тебя сюда привел? Кто тебя сюда пустил? Зачем меня приводить? У меня установлено ноги. Знаю, знаю, Хадича постаралась. Все тут сердобольные за мной шутки. Ну ничего, я ей покажу. Зачем шумишь среди ночи, добрый человек? Скажи, лучше не видел ли ты моей чебетей? Какой такой чебесей? Вышито жемчугами и золотыми нитками. Ничего я не видел. Откуда у тебя, у бродяги, такая чебесей? Украл где-нибудь? Я тут ничего не крал, а вот ты, Карумбай, крал ее прямо сейчас. А, Раул, грабят! Слушай меня, Карумбай. Я хозяина уже благодарю. Слушай меня, Карумбай. Я думал, ты просто жадный человек, но ты еще и вор. Ты недостоин своего счастья. Я отдам твое счастье, кто мне первый попадется на пути. И еще хоть раз тронь эту милую девушку. Эй, как тебя? Хозяин алмаза говорит, постой, постой. Говорили мне противодействовать, только не верила им. Говорят, на этой горе все алмазами, самоцветами украшено. И говорят, на этой горе алмаз шах есть, который любое желание исполняет. Ну ничего, главное узнать, кому он мое счастье отдал. А потом я покажу, не будь я Карумбай. Хорошо живет бедняк, денег не считает. Еще лучше весельчак, он не унывает. В синем небе просто так солнышко гуляет. Я бедняк и весельчак, лучше не бывает. Мне такой симпатичной девушки не видно. Эй, красавица! Ой, да тут парнишка один на меня похож. А зовут его как? И зовут как меня, Ахметом. Так может быть это ты и есть? Сейчас спрошу. Точно я, а тебя как зовут, красавица? Мама, ходите раззвала, а Карумбай хочет, встречай как кличет.
плечах тоже вроде имеется. И делать много чего могу. Это ли несчастье? Как это? А так как старику одному по броду речку перейти помог, так и везет. Сначала рыба на пустоту клевала, потом на дикий улей набрал, меду набрал, а пчел меня не тронул. А возле горы смотри, что нашел. Авось, ты что, тут камень красивый? Нравится это тебе. Ой, А самая главная удача это какая? тебя встретить. Ну как, пойдешь за меня замуж? И такой быстрый. А смотри, тут наверное такой худой был и плохо поступал. Верно, ты что, его знаешь? Наверняка обязательно дала. Владимир! Ой, проснулся. Иду. Попробуй нам работником нанять. Только учти, понимаю, много не заработаешь. Тут мои печи под ногами путаются. Нет к твоему дому, хозяин. Передачу других зачем пожаловал? Да вот работником тебе наняться хочу. Здесь не время, что ты умеешь делать? Да все, что нужно. И плотник, и повар, и пастухов. Есть у меня и плотник, и повар, и пастух. А ты мне понравился, другие. Потому что у меня дело чуть подробнее. Видишь, вон тот полный. Какой? Вон тот. Вижу. А что? Не торопись. Завтра мы на него сходим. А пока сходи чай, она тебя накормит. Хорошо, хозяин. Ишь, жених нашелся. Думаешь, я для тебя голодранца хочу растил? А ты куда? Пошел прочь. Тоже мне волшебник нашел, кому мое счастье отдать. Ну ничего, мы еще посмотрим, кто тут счастливый. Пошел прочь. Значит, собираешься мучить и бросаешь любовь туда. Главное, найди одну шаг. Если найдешь, а там за тебя ходить. Конечно, если не передумал. Верно говоришь, поклянись. Чтоб не лопнуть. А комната высоковата. Как же я на него заберусь? Это уже моя забота. На, надень-ка. Это? Надевай, надевай. Надевай, надевай. Надевай, надевай. Надо же, какой смышленый парень. И сразу не догадался спросить. Правильно говорят, любой человек глупым делает. А я-то какой хитрый. Мне меня в наших краях никого нету. Ахмед, до вершины добрался? Добрался. Как не видишь? Вижу. Много. Какая старейшина? Мой друг. Мой летит. Все там не кончили. Еще поищи. Больше нет. Алмаз где? Здесь нет. Ничего не знаю. Как мне спуститься? И чего захотел? Алмаз где? Здесь нет. Ничего не знаю. Не найдешь до завтрашнего дня. Пропадешь на таком морском месте. И ходить не получится. Карубай, это нечестно. А кто тебе говорил, что Карумбай честный? Карумбай хитрый. Толстый, лучше сказать не худой. А про честность и слова не было. Короче, не найдешь до завтрашнего дня, пропадешь на таком морском месте. Мне еще лучше будет.
отличница погорит. Някакой живой души не встретит. А батя, бегай где-то будешь. Так, посмотрим, что у нас есть. Мясо и хлеб. Это хорошо. А это что? Это же мне Хатича на прощание подарил. Дарю тебе платок, чтобы лоб можно было вытереть. Гребешок, чтобы на человека был похож. И зеркальце, в которое я часто смотрела, чтобы ты меня не забывал. Да как же я ее забыть не могу? Ладно, ешь давай. Как ты сказала что-то? Спасибо, говорю. А ты разве по-человечески разговариваешь? Подумаешь, по-человечески? Раз плюнуть, я и по-кошачьему, наверное. Мяу, мяу. А внизу чего ж молчала? Но тут места совсем другие, волшебные. Здравствуй. Милости прошу к нашему столу. Дорога тут дальней. Перекусить лишний раз не помешает. И то, правда, а ты не более говоришь, правда? Да вот порубай меня за таким алмазом называется. Алмашах называется. И дедушка много чего в своей жизни повидал. Не знаешь ли, где мне этот алмаз сейчас? А чего ж не знаю? Знаешь? Постой, по-моему, я тебя уже где-то видел. Анекдот старик, которого я через речку переводил. Тот самый. Слушай, меня чудит. Алмаз, который ты ищешь, волшебный. Стоит взять его в руки и сказать: я хочу, чтобы он исполнил любое желание, но только одно. А где он сейчас? Сейчас у меня украл его один тип, следующий Падишаха. Дочь этой злые, я таких даже на свете не видела. А живет она где? А живет она во дворце золотом, на поляне в дремучем лесу, и алмаз бережет каменницу окна. За науку спасибо. А как же мне до этого дворца добраться? А твоя ты на что? Правильно. А я-то на что? Во дворцах я иногда, может, хорошо, но во двор выбрасываю. А я уже просто за что вёрстаю, запросто. Прощай. Прощай, Ничего не скажешь. Веселенькое местечко. Еще один простофилик нам пожаловал. Бежал бы ты отсюда, куда глаза отлетали. Где бы кто ни бывал, кочевал, воевал, хоть у мира на самом краю. Если к нам попадал, навсегда пропадал, заколдованный в нашем краю. Вот и шаг, и леха, и жидик, и герой. Если к нам невзначай придет, ты уже никогда не вернешься домой. Пропадешь. Эй, слуги! Слушаем, господин. Еще один герой к нам пожаловал. Ветром шумите, эхом отбиваете, птицы кричите. Сбивайте его с дороги, пусть маленько поплутает, страху натерпится. Слушаем и повинуемся.
возмутяется дерево уже где-то видно. А ты чего молчишь, Акбар? Просто там кто-то прячется. Прячется? У меня мальчишки неплохо камни кидал. И, ай, еще раз. Ой, и еще раз. О, перестань, дурачина ты деревянская. Кто испугался? Подумаешь, я вместе близко не видал. Однако разница у тебя от хвоста до головы и цветочков. Зуба главная разница, дурачина ты деревенская. Я дурак, а ты дурнее, значит, я тебя умнее. А зубы, между прочим, мы выбить можем. Как, для этого нужно не забирать. И... Ну, здравствуйте, зачем вы тут пожаловали? Да я не так, чтобы к вам. Так, по пути зашел. Но раз я у вас, может, привычите на ночь, я бы тебя вот прямо сейчас прилюбил. Раз госпожа не разрешает, я всех путников сначала книгу отводить. Скучные, не беседы. Так чего же делать стало? Пошли. Знал бы ты, что никуда спешишь. Бежал бы ты отсюда, куда глаза глядят. Ну пойдем, раз такой смелый. Так, во дворе я не пропустила. Это скверно. А чем это пахнет так хорошо? Как говорил мой бывший хозяин Колумбай, чтоб не ушло, это не куриная ножка. Одета в бархат и плачу, любого я колочу. Почему же, как огня, боятся шейки меня? Эй, Шаян! Нет. Ты у нас везде лазишь? Все знаешь, скажи, а чего ж таки мой дворец стороной объезжает? Как это от чего? Ты вспомнишь, что ты с последними дней сделал. Где их птицы? Ничего особенного. Как это ничего? Ты же его казнил. Ну немножко казнила. По-твоему, голова это немножко? Он был такой глупый, голова ему совсем не шла. Нет, а предпочтение? Он слишком много разговаривал. Я ему это не разрешала. А тогда зачем ты говорил того, который все время молчал? А зачем мне жених, который молчит, как рыба? Мне это надоело, и ты мне тоже надоела такое упёрное, противное, рыба. И прекрати точить когти, а мой любимый трон противный, рыба. А уж ты мне надоела, как на глазах колется, тепло, и одна она хороша. А не кормила, между прочим, самого утра, и кота, которого обещает ни одно скучно. Мяу. Куда девался этот глупый тип? Терпеть не могу, когда он нас выпадает. Я ему это не разрешала. Он пошел в лес, пока. В лес? А зачем? Люди туда и показаться боятся, а мне скучно. Может, он кого-нибудь приведет? Иду. Ахмед, госпожа. Что тебя сюда привело, Ахмед? Любовь, госпожа. Любовь? Терпеть не могу. И кого же ты любишь? Свою невесту. А меня бы ты смог полюбить? Посмотри на меня. Нет, госпожа. Вот как? Почему? А ты сама кого-нибудь любишь? Видел я чистокол вокруг своего дворца. На каждом углу голова. Красивая ты, госпожа. Но злая, что за радость тебя любить. Ах ты, разреши мне, госпожа. Не нужно. Ну что ж, Юг, ты все сказал, теперь моя очередь. Разгадаешь мою загадку, проси, что душа пожелает. Ошибешься, завтра и твоя голова на голову. Слушай меня.
В этом отце лежит самая важная вещь в моем дворце. Она даст тебе все, а сама станет ничем. Скажи мне, Джигит, что это? Сначала я подумал одно, потом другое, а потом понял, что это алмаз. Волшебный алмаз, который может исполнить любое желание, а сам не станет ничем. Откуда он узнал? Терпеть могу, когда мои тайны узнают. Я тебе не разрешала. Ты обещала, отдай мне алмаз. Мало ли, что я обещала, я тебе не разрешала правильно отвечать. Эй, слушай. Бросьте его в доверие, я так не решу, что с ним делать. Почему это я никого не люблю? Себя же я люблю, а значит меня как не можно. Какой же он глупый. Никого. Верное дело, хозяин хорошо. И главное, мне одна собака дома. Совсем пропащая. А может быть, кошки? Ну-ка, мяу, мяу. И кошек нет. Мяу, мяу. Ты кто? Я? Друг? Ну ты же собака. Во-первых, я не собака, а пес. А во-вторых, ну что? Я пес, моя друг. Друг? А чем докажешь? Интересно. Вот. Что это? Фугерная ножка. Что же еще? Я только не жалко. Спасибо. Слушай, а там, где ты живешь, коты есть? Коты? Да сколько хочешь. Тебе, наверное, скучно здесь одной. Да, веселого мало. Ну так мы теперь вдвоем. Не ладят наши племена, ссорятся как дети. Не для тебя и для меня смешные раздоры эти. 4 лапы, уши, хвост. Ведь мы с тобой похожи. Пусть кто-то кот, а кто-то пес, подружиться сможем. Слушай, а где ты пропал? Хозяина выручать надо. Не знаешь, кого включать, а где нельзя? Здесь носятся на поезде, а поезд никуда не снимают. Никогда, ну даже что в баню. И когда же он совсем скоро, это страшно лезет. А ты можешь принести мне ключи? Прямо сейчас я попробую. Мяу, мяу. Засовы крепкие, стены прочные, полы каменные. Ничего, что-нибудь придумаем. Эй, стража, все спокойно? Все спокойно, если не считать, что где-то орали кошки. Какие еще кошки? Здесь госпожа никому не разрешает говорить кошки. Здесь только одна кошка. Ее самой. Да, господин. Наверное, нам показалось. Ведите Богу, мне нужно случиться. Засовы крепкие, стены прочные, полы каменные. Ничего, что-нибудь придумаем. Нет. Меня кто-то звал? Я. Хозяин алмазной горы, тот самый, как была. Да пока не жалуйся, вот, сижу, думаю. Думаю, это дело хорошее, только побыстрее. А побыстрее ты зачем? Вся ночь впереди, не горит. А вот это тебе как сказать? Сначала горит, а потом вдруг не горит. А потом думать долго, надо все вещи выносить. Ну, прощай. Прощай. Постой, а зачем ты ко мне приходила? Я не приходила. Я тебе снился? А снился зачем?
22 раза сегодня упал. 15 шишек и 7 синяков. Зато у нас будет мой. И мы еще посмотрим, кто тут чистил. Ахмед, ты здесь? Здесь. Надо же, живой. Алмаз принес? Принес. Бросай скорее сюда. А нет, попробуй. Отходичак где? Видишь, давай. Но если я не отдам аванс, то я тоже буду обманщик. А я не обманщик. Теперь вы мне перестаньте все надо мной смеяться. Чтобы такое пожелать. Как трудно желание придумывать. Хочу, чтобы, может, все золото на свете, может, чтоб все мои враги сквозь землю провалились. Хочу, чтоб не лопнул. По-моему, он получил, что хотел. И мы тоже. А? Нет, и мы тоже. И я тоже. А что же получил ты? Ведь алмаза больше нет. Я получил самую цену. И хотя это нельзя назвать, но надеть на палец. А называется это очень просто. Справедливость. Богатство не дом. Тебя будет читать. Женщин без глаза. Что ты заявляешь в самом деле, богат? В самом большом языке серебро. Такая, как свечка. А верность и дружба, любовь и добро с тобою навечно. Лукин. Обиду гонит. Рушве. Подруга дочь Миша. Лив. Егор Данис. Шаят. Юлия Ахмай. Дамир Вазян. Дочь Падишаха. Садыкова Алия. Хадичак. Салям Каинская. Ахмед. Садык Калин. Каранбай. Удар в Старик и хозяин алмазных